Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на мини-экскурсию, посвященную предметам, которые издавна использовались в традиционном народном быту казахов. Кереге – это сборное раздвижное основание юрты, которое состоит из отдельных секций решеток – канат, соединенных друг с другом. Канат образует круговую сетку юрты, он представляет собой скрепленные по диагональным осям планки саганак, что и позволяет растягивать или стягивать их. По числу таких секций, соединенных в кереге, определяется размер юрты – 6- или 8-канатная. Большинство казахов жили в 6-канатной юрте. Войлочное покрытие юрты состоит из 3 видов полотен, различных по своим размерам и формам. Туирлык – покрытие основания, узюк – покрытие купола, тундик – покрытие шанырака. Войлочные покрытия и части внутреннего убранства юрты изготовлялись из чистой шерсти. Края получаемых полотен обшивались плетеным шнурком – жиек. Войлочное покрытие часто украшалось узорной аппликацией, придававшей юрте особую нарядность. Традиционное ковровое изделие, сплетенное вручную из шерстяных нитей, называется алаша. Алаша ткут 2 способами. При первом разноцветные нити переплетаются в длину, как по алаша. При втором нити тщательно подбираются и группируются по цвету для получения различных узоров. В казахском народном быту издревле использовались ручные мельницы для перемалывания в муку пшеницы и других зерен. В качестве камня, наиболее подходящего для изготовления жорного, обычно служил мелкозернистый кремнесодержащий, пористый, но прочный известняк, либо окремненный, содержащий окаменелости известняк. Следующий экспонат – резная деревянная казахская посуда. По традиции посуда декорируется резными орнаментами. Узнаваемая народная орнаменталистика часто присутствует также на кожаных изделиях. Обработка кожи – один из традиционных видов казахского ремесла. Характерной чертой кожаных изделий является рельефность тиснения, выполненного с обратной стороны на специальных выпуклых матрицах. И, наконец, один из самых узнаваемых в мире, отождествляющийся с казахской народной культурой музыкальных инструментов – дамбра. Дамбра относится к струнным щипковым музыкальным народным инструментам. Она пользуется особой любовью казахов, ведь чаще всего именно на дамбре аккомпанирует себе исполнитель кюя кюйши. Одним из величайших дамбристов является казахский музыкант и композитор Курмангазы. Его музыкальная композиция «Адай» популярна и в Казахстане, и за рубежом. Наша мини-экскурсия закончена. Благодарим вас за внимание. До новых встреч!